Согласно преданиям, тюркоязычные предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт на агузских наречиях значит «главный волк». Они вобрали в свой состав племена финно-угорского и сармато-аланского происхождения. Впоследствии пополнились кыпчаками, а также кочевниками Золотой Орды. К эпохе позднего Средневековья в составе башкир насчитывалось около 50 клановых подразделений, обитавших на обширной территории исторической Башкирии от Волги до Тобола. В нашей программе мы расскажем об одном из них. Каратавлы – это название одного из подразделений башкирского народа, в прошлом составлявшего титульный род Каратавлинской волости, располагавшейся на северо-востоке исторической Башкирии. Ныне селение башкир-каратавлинцев расположено на территории Салаватского района Республики Башкортостан. В данной программе мы расскажем о далеком и близком прошлом этого загадочного рода. Дорога из Уфы в Салаватский район Республики Башкортостан проходит по перманентно реконструирующейся вот уже много лет федеральной трассе М5. Причем дорога в названный муниципалитет пролегает через территорию Челябинской области. Через 2,5 часа пути впереди замаячила легко узнаваемая стела с цветком курая и показался миниатюрный памятник Салавату Юлаеву, которые должны были напоминать нам о том, что мы приехали на родину нашего национального героя. Проехав еще 18 километров, мы достигли деревни Новые Каратавлы, носящие в своем названии этноним Каратавлы. В этом небольшом населенном пункте проживают немногим более 300 человек. Но где же старые Каратавлы, коль скоро существуют новые? Деревня Старые Каратавлы, оказывается, находилась на месте административного центра Салаватского района села Малаяс. Я являюсь потомком, рода Каратавлы в Салаватском районе. Вот на месте села Малаяс раньше находился Каратавлы, то бишь это там основали род каратавлинцы были. Есть также новые Каратавлы, там часть из этой старых Каратавлов переехали в новые Каратавлы. Какое-то отделение произошло. О том, как деревня Старые Каратавлы превратилась в райцентр Малаяс, мы расскажем чуть позже. Пока же отметим, что жители этой деревни в прошлом и составляли весь крайне немногочисленный, возможно, самый маленький из всех башкирских кланов род Каратавлы, который, тем не менее, имел отдельную административно-территориальную единицу Каратавлинскую волость, причем довольно обширную. То есть один аул был равен одной волости. Надо сказать, что это редчайшее, если не исключительное явление для XVIII, не говоря уже про XIX век. Моя история изучения родословной Шажире началась вот с этой книги, очень хорошей, в котором собраны документы по нашему роду Каратавлы. Вот. Изучая эту книжку, я на странице 805 обнаружил Шажире моего рода. Вот. Значит, я начал изучать имена, годы рождения. Вот. И, соответственно, появилось много новой информации, например, про ревизские сказки, про документы. Я эти ревизские сказки, благодаря общедоступной информации национального нашего архива, да, я их нашел, распечатал вот в таком виде, да, и начал пофамильно изучать. Благо, что вся информация дана на русском языке, читабельно. В данный момент в моем Шажире около 400 человек, всего 10 поколений. В отличие от подавляющего большинства названий башкирских кланов, этимология этнонима Каратавлы прозрачна и легко объяснима. Название Каратавлы состоит из слова «кара», что по-башкирски значит «черный», «тау» – «гора» и суффикса принадлежности «лы». Таким образом, каратавлинцы значит «черногорцы» или «жители Черной горы». Само название деревни Каратавлы и рода Каратавлы означает «имеющие гору Каратау».
Это наводит на мысль о том, что когда-то был большое племя, и оно со временем распалось, и один из осколков этого племени получил название по горе Каратау, имеющий гору Каратавлы. Эта деревня возникла на Рязани при слиянии с речкой Шардали. Вторая деревня Каратавлы возникла из первой, это выселок 1916 года, связанный со Столыпинскими реформами. На карте Уфимской и Оренбургской губерний 1894 года отмечен хребет Каратау, то есть Черная гора. На берегу реки Юрюзань отмечена деревня Каратавлы. Чуть ниже по течению деревня припущенников Тептярей Малоязова, основанная на землях башкир соседней Мурзаларской волости. В натуральном виде хребет Каратау оправдывает свое название. Густая чернь елово-пихтового леса, покрывающая его склоны, придает ему довольно суровый вид. Длина хребта 57 километров. Высочайшая точка – гора Актобе, 691 метр над уровнем моря. Очевидно, каратавлинцы сформировались как родовое подразделение башкир у подножия Каратау. Интересно, что в ходе экспедиции середины 20 века известный советский и российский этнограф Раиль Гумерович Кузеев зафиксировал народное прозвище каратавлинцев Табылгылар, то есть найденыши, и записал соответствующую легенду. По преданиям, башкирские каратавлы являются потомками найденного мальчика, который усыновил Мурзалар, предок современных башкир рода Мурзалар, воспитал его, наделил землей и женил на девушке Кудейке. И поселил вот в острогах горы Каратау. А после потомки его образовали огромный род Каратавлы по этой горе Каратау. Но второе название у Каратавлы как раз-таки найденыши. Исторически территория современного Салаватского района состояла из вотчинных земель башкир родов Мурзалар, Кудей, Тюбеляс, Тернаклы и Каратавлы. По приведенному выше преданию, младенца обнаружил и воспитал предок башкир-мурзаларцев, а затем наделил землей и женил на девушке из рода Кудей. Совершенно не обязательно, что данное предание строго соответствует действительности. Но, как всякое предание, оно пытается описать в иносказательной форме какое-то явление или событие, нуждающееся в объяснении благодаря своей экстраординарности. Малочисленный род Каратавлы владел обширными вотчинами, вероятно, вызывая недоумение соседей по этому поводу, что затем реализовалось в легенде, причем рассказанной с выгодной для мурзаларцев точки зрения. Легенда была явно призвана доказать первенство клана Мурзалар. Но как обстояли дела на самом деле, неизвестно. Данные геногеографии или этногеномики приоткрывают завесу тайны лишь относительно происхождения каратавлинцев. Среди башкир доминирует несколько гаплогрупп. 4. Это R1A, это N3A4, это R1B. И плюс 30% это все остальные гаплогруппы, то есть 2/3 составляют вот эти 3 первых. И башкирский род Каратавлы, он относится как раз к гаплогруппе R1B M73, который доминирует на 3-м месте примерно у башкир. Надо отметить, что эта линия достаточно древняя, она представлена уже у батайской культуры. Считается, что батайцы были первыми теми людьми, кто впервые одомашнил лошадь. И, соответственно, эти кочевники уже потом распространились на всю Евразию. Очень хорошо она представлена среди тюрков, среди ранее тюркских захоронений. Ботайская археологическая культура существовала на территории современной Акмолинской области Казахстана в 3700-3100 годах до нашей эры. Палеогенетическое исследование выявило в ее материалах предковую линию гаплогруппы R1B-M73, характерную для жителей области Куншак в Венгрии, алтайских кумандинцев,
нагайских, казахских, каракалпакских кыпчаков, башкирских карагай-кыпчаков, а также меркитов, тазларцев, каратавлинцев. Таким образом, каратавлинцы генетически отличны от своих соседей кудейцев и мурзаларцев с их гаплогруппами R1A и I1 соответственно. Как полагают исследователи, каратавлинцы связаны своим происхождением миграцией тюркоязычных кочевников VIII-IX веков. На территории средневековой Башкирии они вошли в состав Айлинского объединения. И объединились они, видимо, уже здесь, в род Айле. То есть несколько было родов, которые образовали племя. Ну, союз Айлинский, вот он был, по крайней мере, в 16-17 веках, и до конца 17 века это была единая какая-то организация, конфедерация родов. И в исторических документах она известна как айлинцы или племя Айле, выходцы из Айле. Айлинское объединение было чрезвычайно разнородным в плане происхождения. В 1734 году 12 айлинских кланов писали императрице Анне Иоанновне. В прошлых годах, до взятия царства Казанского, пращуры, прадеды и деды и отцы наши, и мы, нижайшие башкирцы 12 властей, а именно Айлинской, Дуванской, Сарты, Сызгинской, Упейской, Черлинской, Мурзаларской, Тюбеляцкой, Каратавлинской, Тырнаклинской, Алыской и Жилаирской, владели вотчинную землею и всякие угодьи по раздаче нагайского хана по тамгам. Этот документ не только дает представление об айлинской тюбе, но содержит свидетельства самих айлинцев о том, что их союз в текущем составе существовал задолго до вхождения Башкирии в состав Московского царства. Якобы по раздаче нагайского хана, то есть правителя Золотой Орды, они утвердили за собой нынешние вотчинные земли. Эта сентенция была отражением политического мифа башкир, изложенного в сочинении «Дафтар и Чингизнаме», и в своей основе не противоречившего исторической действительности. Айлинцы, в том числе каратавлинцы, были активными участниками всех башкирских восстаний, то и дело вспыхивавших на протяжении 17-18 веков, в ответ на злоупотребление царских властей и нарушение прав башкирского народа, гарантированных условиями подданства. В этом отношении особенно знаменательным был заключительный этап башкирского восстания 1735-40 годов, когда башкиры Сибирской дороги, в основном айлинцы, провозгласили хана под тронным именем Султан-Гирей, ставшего последним в истории ханом Башкирии. В народе он был известен как Карасакал, то есть «черная борода». Красноуфимский воевода Путятин докладывал: «Нынешний деновый бунт начался с сибирской дороги у башкирцев, от главных воров и зачинщиков бунта, от Айлинской волости от Аланзиангула Айткула Мандара, Каратавлинской волости от Исламгула, которые и разглашения в Башкирии во все волости, живущим по сибирской дороге и по Аю-реке, произносили, и к бунту склоняли. Более тем, что сыскали они себе хана, выехавшего из Кубани, выше объявленного вора Салтан-Гирея, он же Карасакал. Упомянутый старшина Каратавлинской волости Исламгул Юлдашев и его брат Ягафар были в числе ближайших соратников Карасакала. В течение 1740 года между правительственными войсками и отрядом Карасакала произошло несколько сражений, после чего последний и его сторонники были вынуждены бежать в казахские степи. Через 2 года, в 1742 году, каратавлинец Ягафар Юлдашев вернулся на родину. В Уфимской провинциальной канцелярии он был допрошен, что и открыло тайну личности Карасакала, относительно которой авторы XVIII-XIX веков, тот же Рычков, Витевский, Игнатьев и другие, строили различные предположения. Лишь после публикации в 1936 году показаний Ягафара Юлдашева в первом томе материалов по истории Башкирской АССР открылось, кем был по происхождению последний башкирский хан. Он действительно оказался ханских кровей,
потомком хана Кучума, то есть представителем династии Шибанидов, которую башкиры всегда рассматривали в качестве природных сюзеренов и поднимали на щит во время своих восстаний. Как отмечалось в документах начала XIX века, таких многоземельных дач, как Каратавлинская, считается только 84. Во владении каратавлинцев было 13 440 десятин земли, что равняется 14 683 гектарам или 146 квадратным километрам. И это при том, что вотчинники мужского пола Каратавлинской волости насчитывали всего-то 90 душ. Неудивительно, что они активно осуществляли припуск арендаторов. Академик Петр Симон Паллас, побывавший в Каратавлинской волости в 1770 году, писал, что он взял в деревне Каратавль-Аул свежих лошадей и поехал в мещерякскую деревню Насибаш, то есть нынешнее село Насибаш Салаватского района. Далее он добавляет: здешние мещеряки за 8 лет пред сим переселились сюда из Ельдятской крепости, лежащей при реке Уфе. Платят каратавль-аульским башкирцам, коим земля сия принадлежит, годовой платой от каждого двора 25 копеек. На той же ноге находятся и все прочие татарские и другие деревни, которые и поныне на башкирской живут земле. Земля здесь – изрядный чернозем, на который всякий хлеб родится богато. Значительно ранее мещеряков или мишарей в Каратавлинскую волость была припущена группа калмыков, основавших аул с говорящим названием Калмаклар. И каратавлинцы припустили калмыков, 9 семей калмыков, и согласились с ними жить на одной территории, платить езак совместно. И возникла деревня Калмакова в 1729 году. Она постепенно обашкиривалась, и даже моя прабабушка Хабира была взята из деревни Калмакларова. Ее более древняя фамилия была Найманова, то есть какая-то частица калмыцкой крови течет и во мне. Деревня Калмакларова находится напротив райцентра Малаяс, на правом, противоположном берегу Юрюзани, фактически составляя с ним одно целое. Из Калмакларова открывается прекрасный вид на Малаяс, прежний Каратавлы-аул. На карте Оренбургской губернии конца XVIII века можно видеть все 3 населенных пункта Каратавлинской волости – Каратавлы, Калмакларова и Насибаш. В Калмакларова чтят память основателя аула, каменное надгробие над могилой которого бережно сохраняется местными жителями. Алмалында туып өскенмін. Шул күптән инде хыялым бар ине китап сыгарга. Бик күп күренекле кешеләр сыккан. Шул китап сыгардым инде. Үземсә шуннан яңадан материаллар ия башланым. Шул калмак 1729 елда барлыкка килгән дигән документтар бар. Авылда нигез итүсе Саканың кабере әле лә һаман һаклана, Отырып дигән урам бар. Отырып дип атала иде. Шунда аның кабере гарәпчә хәрефтәр белән язылган, кәртәләп, буятып куйгандар инде яшьтәр. Согласно местной традиции, основателя деревни звали Сака Найманов, о чем и сообщает табличка на камне. Найманов в данном случае это не отчество, а маркер принадлежности к племени Найман. В 1925 году мы сделали генетические исследования местных жителей, потомков первоооснователей этого села. И оказалось, что с точки зрения генетики, по прямой мужской Y-хромосомы, они ближайшие родственники казахов старшего жуза, каракалпаков и некоторых представителей монгольских народов, в частности калмыков, что косвенно подтверждает, что первооснователь этого села был служивый калмык. Но, соответственно, современные жители это башкиры, но
с предком, который, скорее всего, был выходцем из калмык. Таким образом, данные генетики, архивных источников и преданий полностью согласуются между собой. Гаплогруппа С2, свойственная жителям деревни Калмакларова, наиболее часто встречается у казахов рода Найман. Найманы – средневековый народ, живший на территории Западной Монголии. В XII веке образовалось Найманское ханство, уничтоженное в XIII веке Чингисханом. Подразделение Найман отмечается в родовой структуре казахов, нагайцев, каракалпаков, узбеков, кыргызов и бурятов. Начиная с 30-х годов XVII века и вплоть до момента смерти калмыцкого хана Аюки в 1724 году, между башкирами и калмыками шла нескончаемая степная война, в результате которой в Башкирии оказалось большое число пленных калмыков. Через какое-то время калмыки обычно получали вольную, роднились с башкирами и входили в состав их общин. Поэтому в 1767 году башкирский депутат Екатерининской уложенной комиссии Базаргул Юнаев ходатайствовал перед правительством. Между нашего башкирского народа живут калмыки, которые в древние времена получены были нашими башкирцами при войнах, и которые с давних лет именуются башкирцами, и единого с нами магометанского закона, а потому просил разрешить им именоваться башкирцами, а звание калмык оставить. Вот и Исака Найманова с товарищами в начале XVIII века уже именовались башкирами. Согласно данным фольклора, одну из 3 жен Салавата Юлаева звали Амина, что нашло свое отражение на страницах романа Степана Злобина «Салават Юлаев», а затем в одноименном фильме 1940 года знаменитого режиссера Якова Протазанова. А меня? Здесь на горе пещерка. Смотреть надо. Ты рад мне. Рад своей ласточке. Что же ты не шел ко мне? Жена не пускала. Какая жена? Твоя жена. Пугачиха. Нет больше жены. Умерла. По местному преданию, Амина была родом из аула Калмаклар. Воин и поэт Салават посвятил ей следующие строки, вероятно, явив тем самым наряду со стихами, адресованными другой жене Зулейхе, один из ранних образцов любовной лирики в собственно башкирской поэзии. «По бездорожью, тропой пробивая, я возвращался по отрогам гор. Ты в моем сердце, ягодка лесная, пред мною светится твой взор». По неизвестной причине в конце XVIII века башкиры деревни Калмакларовой были включены в состав типтярского сословия, о чем сообщает 5-я ревизия населения. 1795 года Уфимской округе Каратавлинской волости деревни Калмакларовой из башкирцев положенные в типтярский 8-гривенный оклад. Интересно, что сведения о жителях деревни сообщил переписчикам сказкоподатель Аль-Мухаммед Сакин. Последний, как следует из отчества, был сыном того самого Сака Найманова. Наступил 20 век, а с ним начались радикальные изменения в жизни башкирской глубинки. По стечению обстоятельств именно деревня Каратавлы стала ядром административного центра Салаватского района. Почему же он получил название Малаяз, а не Каратавлы? На карте Уфимской губернии 1901 года в районе будущего райцентра показаны башкирские деревни Каратавлы и Калмакларова, типтярская деревня Малаяз, русская деревня Малаяз, Михайловка, основанная крестьянами русского Малаяза. В 1935 году центром вновь образованного Малаязовского района стал первый из перечисленных малаязов, что мы и видим на карте БССР 1939 года. Художественное воздействие фильма Якова Протазанова было настолько сильным, что в 40-х годах район был переименован в Салаватский.
Тогда же рядом с Каратавлами возник поселок Салават, временно ставший райцентром, на что указывает справочник «Административно-территориальное деление Башкирской АССР» 1952 года. Там в описании Салаватского района прям стоит райцентр РП Салават. Расположение Старокаратавлинский сельсовет и расстояние от Старокаратавлинского сельсовета 0 километров. То есть, естественно, мы говорим то, что находился он непосредственно здесь, примыкал. Более того, я могу сказать, где было расположение. Это нынешний, вот сейчас, где находится музей Салавата Юлаева, там находился вот этот сам райцентр. Там были только административные здания, там не было жилых помещений, потому что все жили в старых Каратавлах, потому что и прописка у них была в старых Каратавлах. И вот вся районная власть находилась в этом РП Салават. Впоследствии, где-то вот уже через 10 лет, в 1963 году, если мы смотрим административное деление, там уже вот этот поселок Салават уже не фигурирует. То есть, но мы зато видим, что вот это объединение, что уже нету и новой Михайловки, простите, старой Михайловки, нету Каратавлов, есть уже один большой Малаяз. Таким образом, новый населенный пункт возник на основе объединения поселка Салават, деревни Каратавлы, располагавшейся вдоль ручья Ширдалы, а также деревни Михайловки, находившейся на северной окраине нынешнего райцентра. Кстати, уроженцем последней является народный писатель Башкортостана Михаил Чванов. Однако райцентру было возвращено предыдущее название «Малаяз». Малаяз — это вообще гидроним, река эта находится оттуда километров 7-8. Там у нас был в Вашинском районе Челябинской области Малаяз, в татарский Малаяз это тоже Малаяз, была еще выселок Новомалаяз, и вот, наконец, 4-й Малаяз, где мы с вами находимся. Просто для упрощения документации перенесли деревни, перенесли название. Получилось, что так. Потому что татарский не фигурировал нигде, всегда писали просто Малаяз, а сейчас мы знаем этот населенный пункт как татарский Малаяз. Нынешнее село Татарский Малаяз, находящееся от райцентра Малаяз в 3 километрах, стало именоваться татарским лишь в 60-х годах 20 века, для того, чтобы избежать путаницы. К сожалению, историческое название Каратавлы сохранилось лишь в названии выселка «Новые Каратавлы». Такова история башкирского рода Каратавлы, рассказанная нами вкратце и нарисованная широкими мазками. Однако даже те сюжеты, которых нам удалось коснуться, дают впечатляющую перспективу на прошлое каратавлинцев, уходящее в глубину веков. Как говорил Карамзин, история предков любопытна тому, кто достоин иметь отечество. Будем же достойны своей Родины.